Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этой недели Айдана Ховалых. Сегодня в нашем выпуске. В Туве празднуют Надым, чествуют и награждают животноводов. Тувинская баранина – не только вкус, сервировка и история. Детский оркестр Тувы стал лауреатом всероссийского конкурса. Новые детские площадки установят по всей республике. В Кызыле воры крадут теперь мобильники по-крупному. Открытие выставки, посвященное столетнему юбилею со дня рождения известного государственного и общественного деятеля Кужугета Серевича Шойгу. Юрты, передвижные бани и солнечные батареи в честь республиканского праздника животноводов Надым сегодня вручили передовикам. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Человек красив и славен своим трудом. Животноводов, которые, не покладая рук, трудятся круглый год, сегодня на стадионе Хуреш награждали и чествовали. С приветственным словом и поздравительной речью выступил избранный глава Тувы Владислав Ховалый. Мы чествуем победителей, показавших лучшие результаты своего нелегкого труда. Добиться звания победителей особенно почетно в юбилейный год столетия тувинской государственности. Дорогие земляки, начался отчет второго столетия истории нашей республики. Передовики в отрасли животноводства за лучшие результаты по сохранности поголовья скота и приплода, по увеличению объемов производства и реализации сельхозпродукции награждены дипломами и сертификатами на получение солнечной электростанции. В рамках празднования Надыма организовали и вокальный конкурс республиканского уровня «Раже Малчин». Победителем стал участник губернаторского проекта «Новая жизнь» Хирел Карасал из Сунхемчикского Кажуна. Сегодня в торжественный день он получает сертификат на 100 тысяч рублей. Чемпионам первой степени праздника животноводов Надым вручают сертификат на получение тувинской традиционной юрты. Среди них и глава крестьянско-фермерского хозяйства Улухемского Кажуна Мерген Палчий. Тодук дага эки журттарының пайдалы болып тұрады. Біздің амжайлы одар белжеріне солып бам өгіні чайлақ жетіп, күзек жетіп, жаң көжеріңе ептік болып тұрады. Мен амжайлы малжын өңгілігі өскен, чайлы қылбыла жорur ажылым болып. В числе лучших и глава крестьянско-фермерского хозяйства Тандинского Кажуна Светлана Оржак, ветеран животноводства, отмечает, что сборно-разборная юрта в хозяйстве всегда пригодится. Потчула бодмыз, ар төлім олдарын білағаттай арылдап тұрыз. Малчын арылын жоламчылар, анияқтарыны өзі малчынарының арылын жәкегер ардырмен жүге дерге хам бойеті анияқ малчынар база көдеп тұрар. Передвижные бани на прицепе вручают передовикам второй степени национального праздника животноводов Надым. Бани были специально заказаны за пределами республики. Почему бани на колесах? Бани, потому что они же кочуют наши чабаны, летние стоянки, зимние стоянки. Это им будет очень хорошо, что они могут его перевозить с зимника на летних, с летника на осенник. Передовик второй степени Орлан Санчи в числе тех, кто сегодня получает передвижную баню на прицепе.
Biçimle şola da olsa değil de malında pişirir. Ulham oluyor bu mallarına. Hele bütün de onun malları nadın havastar. Hayır edip duydum. Мероприятие почествования животноводов завершилось торжественным концертом, на котором выступили народные артисты и танцевальные коллективы республики. Айрасат Буян-Оюн, Гузел Сарысарен, Тува-24. В спорткомплексе СУБД состоялся чемпионат Республики Тыва по национальной борьбе «Хуреш» среди 128 сильнейших борцов. Напомним, что в условиях антиковидных ограничений все разрешенные к проведению мероприятия прошли в онлайн-формате или с ограниченным участием зрителей. А в местечке Божалы Герзинского Кажуна состоялся чемпионат Республики по конным скачкам. Всего состоялось 6 заездов лошадей разных возрастов и видов бега на 10, 15 и 30 километров. Видеоматериал о конных скачках смотрите на YouTube-канале Тува-24. В продолжении темы на базе ресторана «Царская охота» прошли 2 этапа онлайн-конкурса по приготовлению блюд из тувинской баранины. Напомним, что конкурс проводят каждые 2 года для сохранения национальных традиций тувинской кухни. Какие задания выполнили повара, расскажет Алдынкыз Буян. В заключительный день фестиваля тувинской баранины только 3 финалистов боролись за главный призовой фонд – 100 тысяч рублей. По условиям конкурса участникам предоставили мясо баранины и выдали по 1000 рублей, чтобы они могли на эту сумму купить дополнительные ингредиенты для своего авторского блюда. Саян Чашол, шеф-повар кафе «Чалама», отварил мясо баранины, но приготовил 2 разных соуса. Первый был с грушей в сливочном соусе, завернутой в авокадо. И второй вариант добавки – курдючное сало, которое добавлено мясо. Шеф-повар кафе «Юрты» у Субидея Евгений Оржик признается, что работа готовки для него является больше хобби, чем способ заработка. На вопрос «Как вы думаете, какое место сегодня вы займете?» отвечает скромно. «Думаю, значения не имеет, ведь я уже победитель». И если 2 участника имеют опыт работы в сфере гастрономии, то Айлана Артына только собирается открывать кафе. Участие в финале для нее победа, ведь из многих профессионалов она одна из счастливчиков, дошедших до финала. И вот снимаем со сковороды, мелко нарубаем укроп и начинаем обтирать кусочки мяса приготовленные и посыпаем утертым грецким орехом. Мерген Санчайол, член жюри, 4 года назад принимал участие в первом фестивале тувинской баранины. Тогда его команда не дошла и до финала. Однако сейчас Мерген управляет одним из популярных кафе Кызыла. И именно поэтому его пригласили оценивать вкусные работы конкурсантов. Участников оценивали по нескольким критериям. Оценивали участников по следующим критериям. Это презентация блюда, правильность приготовления по технологической карте и самые важные критерии – это потребительские показатели, это вкус, внешний вид, запах. Вот финальный тур имеет тематику «Тувинский талонный стол» из доступных продуктов. После дегустации всех блюд жюри удалилось на обсуждение. И вот он, главный момент 2 дней. 3 место получил Саян Чашол, 2 – Айлана Артына и 1 место – Евгений Оржик. Кроме денежного приза, участникам выдали сертификат на право пользования знаком качества «Тувинская баранина». Алдынкыз Буян, Азамат Учур, Тува-24. 17 сентября грандиозным гала-концертом детских духовых оркестров завершился 2-й Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары» во Всероссийском детском центре «Океан». В аэропорту Кызыла юных лауреатов конкурса встречали родители, педагоги, а также наша съемочная группа. Оркестр
Оркестры-участники фестиваля из разных регионов России, республик Саха, Якутия и Тыва, Иркутской и Костромской областей, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области представили свое мастерство на центральной арене ВДЦ «Океан». Участники концерта исполнили разножанровые музыкальные произведения и композиции, как известные, так и национальные. У нас каждый день были общеобразовательные школы, потом мастер-классы с известными музыкантами, еще были репетиции по вечерам, каждый день. Выступили мы, я считаю, что мы очень хорошо, так как у нас были в программе «Тувинский марш», тувинская народная песня ТВЧД с горловым пением, и у нас современная песенка «Слоненок». Вот известные такие произведения, поэтому люди встречали на ура. Конечно, уровень детей, так как мы школа специализированная, школа искусств у нас хорошо. Все мы собрались и выступили хорошо. Духовой оркестр Иркутска мне очень понравилось. Оркестр Саха Якутии очень хорошо выступили. У них высшая школа музыки, поэтому они хорошо играют. Мы в 2019 году участвовали в сводном оркестре Сибири. 6 учеников, а сейчас у нас свой оркестр. Планируют в следующем году. Такие фестивали проводятся уже в Артеке, в Орленке, а в Океане уже второй раз. Мы планируем Артек. В состав оркестра входят юные музыканты-духовики из Республиканской школы искусств имени Кенденбиля, Кызыльского колледжа искусств имени Черголола, детской школы искусств села Хуваксыч Дыхольского Кажуна. Чтобы попасть на завершающий этап фестиваля ВДЦ «Океан», оркестр под управлением Азиана Ундар принял участие в заочном отборочном туре, где стал одним из лучших. Впечатления очень незабываемые. Я вообще не верила, что могу туда съездить. Это просто мои последние дни, последние годы. И я очень рада, что могла посетить это место. Там просто очень красиво и вообще не передать такими словами. Очень много с ребятами познакомились, особенно с якутами. Мы нашли там очень много друзей, и они в конце даже плакали. Не волновались, потому что дирижеры были очень хорошими, они относились к нам очень хорошо и уважали, поэтому мы вообще не волновались. Впечатление очень хорошее. Я очень обрадовался, когда сказали туда полететь. Я играю на ударных инструментах. Инструменты тяжелые таскать туда-сюда? Да, очень. Сколько килограммов? 8. Мне понравилось море. Мы там плавали. Дни очень жаркие. В течение трехнедельной творческой смены 30 юных духовиков Тувы ежедневно оттачивали мастерство исполнения и наслаждались уникальными природными красотами Дальнего Востока. Ребята получили бесценный набор теоретических и практических знаний от ведущих специалистов в сфере духового исполнительства, среди которых был и президент Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов. Родители юных музыкантов, конечно же, поддерживали и болели за своих детей. Мы сегодня встречаем наших детей. Я сегодня здесь как в качестве родителя, потому что моя старшая дочка играет в сводном детском оркестре на флейте. Пришли их встречать, очень рады, ребятишки очень довольны. Они узнали очень много нового, отдохнули перед учебным, перед учебной сессией. И она, первый раз ездила, очень много спрашивала у меня, потому что я сама ездила туда отдыхать. Это было в 2001 году. Сначала звонила, говорила, что хочет домой. Это изначально период адаптации. Но последние 2 дня она мне позвонила, сказала, что не хочет уезжать. И они там все плакали, бедные, прощались. Это было очень трогательно. Мы очень рады, что наши дети стали лауреатами. Гордимся ими. Огромную благодарность хотели бы выразить от лица всех родителей Азиане Анатольевне и
духовому оркестру Республики Тыва. В этом году в рамках празднования столетия наш духовой оркестр организовал, наше Министерство культуры организовало фестиваль, третий фестиваль международный фанфары в Центре Азии. Специально к этому фестивалю готовился сводный духовой детский оркестр, в который входили наши юные духовики, которые представляют разные школы. Из-за ковидных ограничений вживую они не смогли выступить, но вот видео выступление, видео приветствия было показано. Михаил Аркадьевич Бразгалов, президент Всероссийского духовного общества имени Валерия Халилова, увидел то, как играют наши дети, и предложил поучаствовать в тематической смене в ВДЦ «Океан». 2 месяца мы вели подготовку к тому, чтобы дети смогли не только хорошо, да, выступить, но и чтобы это было безопасно в первую очередь, да, перемещение детей на такие большие расстояния. К счастью, при помощи нашего правительства, Минкультуры, все у нас сложилось. Очень большая благодарность также родителям. Они стали лауреатами, достойно выступили, показали себя в рамках России. Дальше, думаю, что все будет только умножаться, и они расскажут своим одноклассникам, как круто быть духовиком. Познакомились с одними из главных действующих лиц в духовом движении России. Эта поездка даст в ближайшем будущем качественный результат в лице нового поколения, вливания в духовой оркестр правительства Тувы. Поездка в ВДЦ «Океан» с тематической сменой на юных музыкантов произвела неизгладимое впечатление, став лауреатами Всероссийского фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Ребята вдохновились на еще большие творческие свершения. Айдана Холу, Буян Мангуш, Миранергит, Тува-24. Средства крупной федеральной субсидии, полученные по инициативе в Рио главы республики, продолжают работать на развитие Тувы и благополучие подрастающего поколения. Так, более 38 миллионов рублей направлено на строительство и обновление детских игровых площадок по всей республике. Тему продолжит Инна Клоян. Во дворах кызылских многоэтажек начали появляться яркие новые детские площадки и игровые комплексы. Для детей этих домов в скором времени здесь появятся качели, карусель, турники и традиционная песочница. Во дворе дома 2 на улице Упсунурская появилась спортплощадка с мягким асфальтом, где ребята смогут играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Не забыты и болельщики, для которых установят новые трибуны. Рядом для детей помладше соорудят большую игровую зону. На эту сумму мы приобретаем 65 детских площадок. Из этих 65 детских площадок на территории города Кызыла будет установлено 27 детских площадок. Как по состоянию на сегодняшний день установлено уже 14 площадок. Сегодня идет установка 15 и 16 детских площадок. Это, как вы видите, за мной, это по адресу Упсунурская 2. И также параллельно сейчас идет установка детской площадки по улице микрорайона Кожзаводской. Оставшиеся 38 детских площадок будут распределены по всем районам республики. Каждому району будет направлено по 2 детские площадки, а городам Агдавурак и Шаганар по 3 площадки. Мы в настоящее время все эти детские площадки каждый день машинами поступают. На базе идет сбор вот эти детских площадок, комплектация, чтобы они полностью все соответствовали. Работаем с заводом-изготовителем напрямую сейчас. И по мере готовности будут направлены во все районы республики. В первую очередь мы рассматриваем направление детских площадок в дальние, далекие районы, чтобы там они до наступления холодов были установлены в соответствии с нормами. Как отметил Адыгжи Дангак, по плану сдачи объектов отставания нет. Планируется, что до 7 октября по всей территории республики будут установлены все 65 детских площадок. День за днем республика становится все краше. В полном мере это касается и благоустройства дворовых территорий. А переменная принадлежность каждого современного двора – это детская площадка. Долгожданных площадок становится в городе все больше. Этому рады не только дети, но и их родители. Инна Клоян, Буян Аюн, Тува-24.
ТУ-24. В дежурную часть Кызыла поступило сообщение от владельца магазина сотовых телефонов о том, что ночью из помещения склада было похищено 14 дорогих мобильников популярного бренда. В результате незамедлительных разыскных мероприятий воры были задержаны в кратчайшие сроки. Подробнее об этом в материале Сайгена Бирбё. Прибывшие на место преступления полицейские установили, что злоумышленники проникли в магазин, взломав оконную раму. Записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании, помогли следственно-оперативной группе составить ориентировку на похитителей. После ревизии товара директор магазина составила список похищенного имущества. Она сообщила о том, что около 4 часов утра в офис продаж проникли неизвестные и тайно похитили из помещения склада 14 дорогостоящих моделей сотовых телефонов. Общий ущерб, причиненный организации, составил 885 тысяч рублей 760 рублей. В ходе разыскных мероприятий оперативники регионального МВД и Кызылской полиции установили личность обоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние юноши, один из них козылчанин, второй житель Аверского Кажуна. После определения их местонахождения правоохранители приступили к задержанию. Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Республике Тыва задержали козылчанина в городе Красноярске. Второй подозреваемый был задержан в городе Кызыле. При допросе молодые люди показали, что продали похищенные сотовые телефоны за 340 тысяч рублей знакомому мужчине, который ранее владел комиссионным магазином. Как выяснилось, данный гражданин в настоящее время проживает в городе Абакане, где и перепродал смартфоны своим знакомым, а часть телефонов сдал в комиссионные магазины города Кызыла. Возбуждено уголовное дело по пункту В части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Все похищенные мобильные телефоны изъяты в ходе следственных действий и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В настоящее время в отношении двух молодых людей, подозреваемых в краже, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сайгын Бирбё, Кузел Саргсарян, ТУВА-24. 25 сентября состоится открытие выставки «Кыжугет Шайгу. Ровесник ТНР» и вечер памяти, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения известного государственного и общественного деятеля, журналиста, писателя Кыжугета Сереевича Шайгу. В связи с эпидситуацией участие в открытии выставки примет ограниченный круг гостей по приглашению с соблюдением всех требований и правил санитарной безопасности. Это были новости ТУВА-24. Я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных.